На Эжвинскую больницу тем временем многократно возросла нагрузка. Именно сюда теперь за экстренной медицинской помощью обращаются пациенты со всей республики. Это произошло после того, как Коми-республиканская больница была полностью перепрофилирована под зараженных COVID-19. Травмы позвоночника, головного и спинного мозга, опухоли, переломы. В сутки поступает до 60 пациентов, которым требуется срочная медпомощь. Виктория Денисова о тех, кто стоит на страже здоровья. Эжвинская больница. Только за последние пару месяцев здесь провели 705 операций. С недавних пор экстренную хирургическую помощь можно получить только здесь. Учреждение по корпусам разбили на два лагеря. Один для борьбы с ковидом, другой для экстренной помощи. Только во второй ежедневно поступает до 90 обращений от пациентов по части хирургии. А есть еще отделение для лечения нозокомиальных инфекций, гинекологическое и нейрохирургическое, отделение сочетанной травмы и лечения внебольничной пневмонии. Треть поступающих пациентов нуждается в госпитализации, опухоли, травмы головного и спинного мозга, повреждения позвоночника и костей. Без операции зачастую не обойтись. Некоторые из них длятся по 12 часов. Возросло количество поступающих, количество выписывающихся больных, количество оперативных вмешательств тоже растет, особенно экстренное. При этом любая экстренная патология, она несет в себе возможные осложнения. Почему? Потому что это не плановая медицинская помощь. Задачу частично облегчило новое оборудование. Тяжелая артиллерия, как говорят врачи, поступила в мае. Ее стоимость – 30 миллионов рублей. Закупили за счет республиканского бюджета. Вся техника для реанимации. Рентгеновский аппарат «Ц-дуга». Такое название он получил из-за формы. Рядом переносной рентген, микроскоп для лор-операций, краниотом для мозговой хирургии. Оборудование цифровое, может по Wi-Fi передавать данные на компьютер, а то и вовсе копировать их на флешку. Почти у каждого прибора экраны. Так проще следить за процессом. Да и быстрее. Вместо 8 или 12 часов на работу уходит 4. Техника в бою уже побывала. Только через операционный микроскоп прошли 18 пациентов. Прибор увеличивает изображение в 24 раза. Вот палец, например, вот все видно там. При работе с этим инструментом, аппаратом, вот увеличивается вот так вот, видно все. Сосуды видны хорошо все. Все видно через маленькую рану. То есть не надо больших оперативных вмешательств делать. Через небольшое отверстие, например, через маленькую рану можно выполнить большую операцию. Новое оборудование уже в работе. Медикаментов тоже достаточно. Осталась проблема с кадрами. Сейчас в отделении нейрохирургии, к примеру, трудится 5 врачей. Сказываются и летние отпуска, и в целом нехватка специалистов. Нужны травматологи, ортопеды, нейрохирурги. Потому руководство учреждения работает с учебными заведениями, выдает целевые направления для абитуриентов. Сегодня в ординатуре 4 студента от Эжвинской больницы. После выпуска они должны будут отработать в учреждении 5 лет. В этом году по договору пойдут учиться еще 3. Через пару лет они займут свое место в рядах докторов. Так у нас отделение рассчитано на 61 койку. Из них у нас 31 койка нейрохирургическая и 30 коек травматологических. В штате работают врачи-травматологи. Вот. И в штате работают врачи-нейрохирурги и работает хирург-стоматолог. Оказывается, вся челюстно-лицевая хирургия здесь сейчас находится у нас. Врач-невролог и врач-окулист. Плюс еще 0,5 ставка еще врача-психиатра. Ну, пока справляемся. Сейчас тяжелая нагрузка идет, то, что отпускной сезон, и люди вынуждены то, что вот находится в отпуске, вынуждены работать еще за них. Но деваться некуда, все равно придется помогать, делать свое дело. В Эжвинской больнице 401 койка, 240 из них в хирургическом корпусе. Почти все заняты. Пациенты поступают днем и ночью. И так, по словам врачей, постоянно. Сами медики, несмотря на трудности, признаются, справляемся, уже привыкли. Главное, чтобы сами пациенты были более ответственными, не вызывали скорые по пустякам, а в сложных случаях, наоборот, не тянули с госпитализацией. Любую болезнь легче лечить на раннем этапе. Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал Юрган.